В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Вице-премьер России Юрий Трутнев во время пресс-конференции «Дальний Восток. Точка роста» заявил, что Дальний Восток получит 65 миллиардов рублей на развитие социальной инфраструктуры. На эти средства планируется построить 22 больницы, 31 школу, 33 спортивных объекта и 10 домов культуры. Создание некоторых из них уже завершено. Параллельно мы ведем работу по созданию условий для жизни людей в центрах экономического роста. Понятно, что там, где строятся предприятия, надо делать так, чтобы там были больницы, школы, детские сады и спортивные комплексы. На эти цели выделено на 3 ближайших года в федеральном бюджете 65,2 миллиарда рублей, сказал вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Компания «Яндекс» запустит в производство 8-10 телесериалов, среди которых будут истории о чиновниках-коррупционерах. Примерная стоимость каждой серии составит 15 миллионов рублей. Также будет снят фильм под названием «Министерство». Согласно сюжету, в каждой серии будут представлены различные пороки российских чиновников. Таким образом, «Яндекс» намерен продвигать свой онлайн-кинотеатр. Пользователи сети смогут смотреть фильмы и сериалы либо по платной подписке, либо бесплатно, но с рекламой. Ростелеком предложил проводить сбор биометрических данных банковских клиентов в многофункциональных центрах. Речь идет о слепках голоса и лица, которые граждане уже сдают с 1 июля прошлого года в кредитных организациях. А в дальнейшем эти сведения позволят россиянам пользоваться услугами финансовых структур удаленно. Однако новшества не пользуются большим спросом среди населения. По мнению экспертов, в первую очередь это связано с недостатком информации для граждан о возможностях, которые они получат после сдачи биометрии. Кроме того, не все банки способны купить необходимое оборудование. По подсчетам, на создание одного офиса для сбора подобных сведений требуется 5 миллионов рублей. При этом затратной окажется и модернизация МФЦ. Государству придется выделить на это несколько десятков миллиардов рублей. Но, несмотря на это, участие госструктуры поможет привлечь новых потребителей, полагают эксперты банковской сферы. В 2018 году на Дальнем Востоке было выявлено 13 организаций с признаками финансовых пирамид. Из них 4 действуют в Якутии. Общий размер ущерба от действий мошеннических организаций составил 149 миллионов рублей. Материалы по этим компаниям направлены в правоохранительные органы. Чтобы не стать жертвой мошенников, следует обращать внимание на то, с кем именно вы заключаете договор. Включена ли выбранная вами организация в реестр Банка России и есть ли у нее лицензия. Будет ли ваш вклад застрахован системой страхования вкладов и возможно ли досрочное расторжение договора и на каких условиях. Компания «Алроса» рассматривает крупный инвестиционный проект по газификации города Удачный. Планируется, что в рамках этого проекта компания построит объекты газовой инфраструктуры, в том числе магистральный газопровод Айхал-Удачный протяженностью 56 километров, а также газовую котельную и тепловые пункты. Отопление Удачного от газовых котельных позволит снизить тарифы на горячее водоснабжение и сэкономить затраты на электроэнергию. Ввод объектов газовой инфраструктуры в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Члены Кабинета министров в эти дни проводят встречи с населением. В их рабочей программе традиционно и посещение крупнейших промышленных предприятий. Рабочая группа под руководством заместителя председателя правительства Кирилла Бычкова посетила Куранахскую золотоизвлекательную фабрику «Полюс Алдан». В числе достижений республики в прошлом году отмечены рекордные показатели добычи золота предприятиями Якутии, в том числе максимальные показатели у компании «Полюс Алдан», где за прошлый год произведено более 6 тонн драгоценного металла. Куранахская фабрика – центральное звено одного из флагманов промышленности республики, где сейчас, к тому же, идет масштабное техническое перевооружение. На этом пока все новости. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.